Действующий депутат парламента Азат Перуашев. В своем телеграм-канале мажилисмен иронизирует, отмечая, что предшественница казахского ханства Золотая Орда способствовала усилению московского княжества и объединению вокруг него русских земель. Но это, говорит Перуашев, не повод требовать восстановления Золотой Орды и дани за 500 лет. Появление таких вбросов... Книга «История Ногайской Орды». Книга об истории ногайского народа, и не только. Ногайцы – это маленький народ с великой историей. Сейчас в России их насчитывается немногим более 100 тысяч. Но когда-то, 600-500 лет назад, их было очень много. И соседи называли их не иначе, как санцы из Ногай, бесчисленные Ногаи. После распада Золотой Орды в 15 веке предки современных ногайцев, Ногаи, образовали могущественное и многолюдное государство – Ногайскую Орду. Были времена, когда она держала в страхе всех соседей. От опыта 1000 лошадей колебалась земля, тучи стрел закрывали солнце. В разное время от ногайских правителей зависели окрестные ханы. Русское государство очень внимательно относилось к отношениям с этой восточной соседкой своей. Начиная с княжения Василия III, многотысячные табуны ногайских лошадей пригоняли на продажу в Москву и другие русские города. И во многом дворянское ополчение московских князей и потом царей было посажено в седло именно на ногайских лошадей. Для русского человека XVI века понятия «ногайский конь», «ногайский нож», «ногайское седло» были привычны и не требовали пояснений. Но от всего этого всаднического снаряжения до нашего времени в языке, и кое-где в быту на юге, осталась только ногайская плеть, ногайка. Ногайцы оставили довольно глубокий след в нашей истории. Иногда такой след, о котором основная масса читателей не подозревает. История Ногайской Орды была сложной и кровавой, многое в ней случалось смут и конфликтов. Во время таких смут население этого государства пыталось укрыться в более спокойных местах. В частности, они уходили на запад во владение крымского хана по 3 основным переправам через Волгу. Чтобы удержать подданных, правители Ногайской Орды просили русские власти установить крепости на этих переправах, чтобы не пропускать народ через Волгу. Иван Грозный в местах, указанных ногайским беем Исмаилом, поставил эти крепости: Самару, Саратов, Царицын, нынешний Волгоград. Сейчас невозможно представить нашу страну без этих 3 городов, но мало кто помнит, что поставлены они как раз на местах 3 главных ногайских переправ. Среди прочих иммигрантов в России поселились и предки знаменитых княжеских родов. Когда-то таких родов ногайского происхождения было в московском государстве 1,5 десятка. Но до 20 века уцелели 2, зато очень богатые и знаменитые. Это князья Урусовы и князья Юсуповы, потомки правителей Ногайской Орды. Книга «История Ногайской Орды» впервые вышла в 2001 году в Москве в издательстве «Восточная литература». И сейчас в издательстве «Квадрига» готовится 3-е издание этой книги, очень расширенное и дополненное за счет новых источников, которые увидели свет в последнее время, прежде всего крымских и османских хроник, в которых излагаются новые интересные подробности этого давно исчезнувшего государства. Ибрагим Кунанбаев, казахский поэт, просветитель, мыслитель и композитор. Смотрю на Ногаев. Они и солдатчину переносят, и бедность выдерживают, и горе терпят, и Бога любят. Умеют Ногаи трудиться в поте лица, знают, как нажить богатство и как жить в роскоши. Ногайцы очень схожи с казахами языком, культурой, внешним видом и обычаями. У них даже народные эпосы почти одинаковые – Едиги и Ер-Таргын. Но при всем при этом ногайцы далеко не казахи.
И в первую очередь, потому что они вышли из Золотой Орды, а казахи чуть позже из Белой Орды. Хотя в этногенезе обоих народов участвовали одни и те же племена – кипчаки, аланы и печенеги. Различия между нагаями и казахами кроются в том, что нагайцы подчинялись Золотой Орде не просто территориально. Это были основные боевые силы Золотой Орды. Те, кто служил золотоордынским ханам, в основном подчинялись сотникам и тысячникам из мангытских племен. Мангытами называли всех тех монголов, кто пришел вместе с Бату-ханом в западный Дешт и Кипчак. Именно они были военно-начальниками всех воинских отрядов Золотой Орды. Их подчиненными были выходцы из каракалпаков, кипчаков, аланов и многих других племен лесостепной зоны Евразии. Были и русские, в том числе и официальные предки казаков, бродники. Именно эта гремучая смесь и стала профессиональной военной элитой Золотой Орды. Именно она и не давала развалиться этому великому государству под всеми ударами ее величества истории. Свое имя нагайцы получили по имени золотоордынского Беклербека Нагая. Беклербек – это современный премьер-министр. Нагай в своих усилиях отобрать Великий Стол у чингизидов стал опираться на немонгольские племена. Хоть его затея и окончилась неудачей, погиб в 1300 году, но все воины немонгольского происхождения в знак уважения к нему стали называть себя в последующем нагаями, чтобы четко отделять себя от монголов. После развала Золотой Орды в конце XIV века образовалась Ногайская, или как ее иногда называют Мангытская, Орда. Ее столицей был город Сарайчик в 50 километрах от нынешнего города Атырау в Казахстане. Ногайцы смогли показать древнюю тюрко-монгольскую удаль и в 1523 году разгромили войско Крымского ханства, поставив его в зависимость от себя. Теперь ногайцам подчинялся весь западный Дешт и Кипчак. Но к этому времени уже сформировались Московское княжество и Казахское ханство. Они и стали основными врагами Ногайской Орды. Русские захватили Казанское и Астраханское ханство, которые подчинялись ногайцам, а казахи смогли присоединить в конце XVI века восточную часть Ногайской Орды, территорию между Волгой и Уралом. Это современные Тараузская и Западно-Казахстанская области. Считать казахов негодяями не стоит. Казахи были степным свободолюбивым племенем, никогда не подчинявшимся Золотой Орде полностью. При хане узбеки в степи Казахстана ушли все те, кто не захотел подчиниться исламизации Золотой Орды и остался верными вере отцов, тенгрианству. Спор за приуральские степи был решен в честной борьбе. В степи побеждает сильнейший. Ногайская Орда не смогла сдержать ударов с обеих сторон, и часть ногайцев перешла в русское подданство, а часть вошла в состав казахов. Между прочим, казахским ханам пришлось переселить часть ногайских родов из западного Казахстана в другие части казахской степи, так как они долгое время были сепаратистски настроены к казахскому ханству. Так род Жапос был частично переселен на территорию около Сырдарьи, где они стали одним из самых многочисленных родов в современной Кызылординской области. И даже негласно считается, что Кызыл-Орда является Ордой, то есть центральной ставкой всех казахов рода Жапос. Сейчас ногайцы широко расселены по всей территории Российской Федерации. Но наиболее компактно они живут в Астраханской области и Дагестане.